Добрый вечер. Итак, открытый вопрос в прямом эфире сегодня передача. И мы еще раз обсуждаем тему продажи недвижимости иностранным гражданам и вообще либерализацию рынка недвижимости. Я хочу сказать, что вообще вот в первую очередь нужно как бы пояснить, что идет разговор не о самом законе, которого еще нету даже и в проекте, а идет пока такое предварительное обсуждение будущего закона. Вот, я думаю, что надо пояснить именно это обстоятельство, что мы сейчас обсуждаем именно то, каким образом может быть в дальнейшем выглядеть закон о рынке недвижимости. Ну, я хочу сказать нашим телезрителям, что такое хорошо и что такое плохо в намерении продавать недвижимость иностранным гражданам, сегодня мы услышим от наших гостей. Наши гости сегодня, я представлю в первую очередь даму, которая у нас присутствует, Асида Шакрыл, член Общественной палаты, она член Совета директоров Центра гуманитарных программ. А вот далее я представлю всех по списку, так сказать, по алфавиту. Итак, депутат парламента Георгий Агрба. Я должен сказать, что несколько задерживается сейчас Ахра Абжания, но его место вот здесь подготовлено, чуть позже он подойдет и примет участие в нашем обсуждении. Нукзар Ашуба. Я должен сказать, что он председатель Совета общественной организации Абзанхара. Батал Табагуа. Сегодня в нашей передаче принимает участие, да, он председатель ЦИК, но мы все знаем, что он юрист. В общем-то, вот с этой стороны мы тоже должны познакомиться с некоторыми мнениями, я так думаю. Виталий Тарнава. Виталий Тарнава, он у нас представитель партии Амцахара. Итак, вот я в первую очередь хотел бы, знаете, что у вас узнать. Скажите мне, пожалуйста, вот нынешнее состояние рынка. Вот мы от этой общей темы, наверное, сначала будем отталкиваться. Нынешнее состояние рынка. Его по-разному характеризуют. Очень негативные бывают такие определения. Вот уж и позитивных что-то я особенно не слышал. Но вот как вы, если коротко, конечно, как вы охарактеризуете вот то состояние рынка недвижимости, которое существует у нас в Абхазии? Асида, мы тебя вообще первым представили, может быть, ты как раз рискнешь по этому поводу? Может быть, как бы те чиновники, которые больше знают о рынке недвижимости. Ну, вообще, мы что, риэлторы, что ли? Откуда мы точно можем знать, какие состояние? Мы же сейчас говорим о рынке недвижимости, следовательно, вы знаете, и как-то вы представляете собой, что он собой является, вообще, этот рынок недвижимости. Нукзар, если вы... По долгу я старше по возрасту. Да, старше по возрасту. Начнем с меня. И вообще, эта тема у вас тоже была в бытности вашу, да, я... На протяжении 10 лет, будучи в парламенте, и каждый год этот вопрос стоял. Очень коротко, что можно сказать о рынке недвижимости. Рынок есть. Что-то продает, что-то покупает. Но, к великому сожалению, никаких правил не разработаны. И сегодня это рынок хаотичный. И причем много сделок осуществляются, все это проходит мимо бюджета, мимо благополучия жителей нашей страны. И такой рынок, я думаю, что очень чреват действительно опасностью. У нас незаметно, знаете, иногда вот ходишь, смотришь, люди живут, люди купили, и может очень много уплыть незаметно вне нас и без нас. Я думаю, что это очень плохо, и какой-то порядок навести в этом деле надо. А прежде всего, прежде чем порядок навести, наверное, не так, как я сейчас говорю, надо специально
люди, имеющие соответствующие знания, опыт в этом деле, изучить, что у нас происходит. Прежде всего, я думаю, что надо с этого начинать. Вы знаете, конечно, как-то хочется, чтобы рынок наш был цивилизованным, но если говорить и действительно определять как-то сущность того, что собой представляет рынок недвижимости, то это, скорее всего, какая-то теневая такая деятельность, которая так никак за эти наши 22 года уже послевоенные никак не вышла из тени. Но как вы охарактеризуете рынок? Просто ваше мнение. На самом деле здесь предыдущий оратор прав. И рынок у нас, как рынок, в общем-то, не сформировался. Мы сегодня говорим о недвижимости, в том числе и жилья. Какой-то рынок жилья как бы есть, хаотично как бы так развивающийся, и сделки совершаются, в том числе и с участием иностранцев. Но тут, значит, придумываются некие схемы, оформляются через какие-то доверенные лица и так далее, что потом впоследствии приводит к негативным последствиям, судебным разбирательствам и так далее. Тысячи говорят их вообще. Да, ну я статистику такую точно не знаю, но я сталкивался не с одним, не с двумя случаями, что как-то вот так некоторые недобросовестно, некоторые там в отсутствии вот закона, как бы того же, который мы будем обсуждать. В общем, он хаотично и не работает. И нету как бы в принципе централизованного органа, где бы все эти сделки фиксировались бы, как бы регистрировались бы, будем так говорить. В каждом районе, как бы в БТИ, как бы, да, сделки в каждом районе, но вообще-то централизованно, как бы, где бы какой-то орган регистрирует сегодня БТИ. Я думаю, что все-таки нужен орган, который централизован. Ну, в России это была регистрационная палата, по этому пути можно пойти. Может быть, это на правительственном уровне должен да, быть? как бы, да, наверное, это как бы, где бы все сведения, как бы, всеми сведениями обладало бы наше правительство и анализировало бы, и как бы и статистика была бы уже точная, и тогда как бы более четко было бы видно, что происходит у нас вообще с рынком недвижимости в каждом районе. Так как-то не совсем все как бы ладно. Хорошо. Я прошу извинить, дело в том, что, видимо, немножко есть определенная неосведомленность. Во-первых, рынок жилья сложился уже давным-давно, после окончания войны сразу. Что вы имеете под понятием рынка жилья, я не понимаю. Он есть, он работает. Рынок есть. Нету правил таких ясных, понятных, по которым он бы существовал. Извините меня, есть, конечно, правила. Если вы думаете, что жилье... Не, ну правила есть, да, но, может быть, неправильно выразимся. Может быть, они в тени больше находятся. Вы сказали вопрос отвечаем. Есть нотариальные конторы, которые оформляют договора купли-продажи, осуществляются. Я вам хочу сказать, что нотариальные конторы, например, города Сухум, они четко определены регионально. Не всякий, как говорится, нотариус может оформить, как, предположим, город поделен на определенные части, и нотариусы оформляют в соответствии с теми улицами, которые конкретно обслуживают. Есть база данных в нотариальных конторах, купли-продажи. Не совсем как бы вот в таком, я хочу, чтобы, когда мы говорим, должны зрители наши сограждане понимать, что это не в таком состоянии, что хотел, то и сделал. Во-первых, без нотариально оформленных документов, без соответствующих справок БТИ и так далее не оформляется ничего. То есть вы хотите сказать, что рынок недвижимости у нас, он в принципе достаточно цивилизованно сформирован, и никаких серых схем, ничего не присутствует, мошенничества в этом смысле никакого нету, и закона тоже какого-то определенном, в каком-то законе он не нуждается? Валера, я не знаю, как вы хотите, как говорится, ее назвать и как вы хотите сделать. Дело в том, что усовершенствовать всегда все возможно, но в том плане, что его нету, это неправильно, он есть. Все это оформляется нотариально. Что значит серые схемы? А что серые схемы нету, как говорится, что вы думаете, что если будет, предположим, одна организация, которая будет их регистрировать, серые схемы, что ли, не будут? При чем тут это? Серые схемы, как говорится, могут быть где угодно. Нет, никто не говорит, что его нет. Просто он хаотично как бы развивается.
Вы имеете в виду допустим, все эти строительство процессы или что? Вы упорядочить. имеете в виду, что развивается? Купля-продажа мы имеем в виду, числе что и как жилья она тоже. развивается. Почему Жилья. хаотично? Кто имеет деньги, он покупает, наши сограждане. Другой вопрос, что вы знаете, есть постановление 95 года, по которому было запрещено продажа жилья иностранцев. К счастью, в 95 году догадались до этого принять этот закон. Ну, оно происходит. Во-первых, не закон, а постановление правительства. Да, но он действует, имеет это подзаконный акт, который действует, и на основании Кстати, этого он постановления... противоречит гражданскому кодексу. Извините меня, гражданский кодекс приняли недавно, во-первых, в новом, как говорится, Уже 5-7 лет. совершенно, да. Ну, в любом случае, в чем он противоречит, как говорится, я не знаю. Благодаря этому постановлению 95 года, подзаконному акту, как говорится, мы до сегодняшнего дня как бы сохранили жилье, по большому счету, за нашими гражданами. Если есть какие-то лица, которые не хотят выполнять это постановление, не наши граждане, а иностранцы, и под свой страх и риск они пытаются что-то приобрести помимо закона, но извините меня, это их не страх и риск. А мошеннические схемы или прочие дела, ну извините меня, мы с вами можем отменить это? Как бы? Думаю, что нет. Но я думаю, что можно, во всяком случае, попытаться это сделать. Ахра, пожалуйста. Я должен нашим телезрителям сообщить, что Ахра вот был. Хотел сказать ты? Да. У Пожалуйста. меня есть небольшое дополнение, вот, что Батал сказал. На самом деле, я не всегда вот понимаю, когда мы призываем легализовать вещи, которые мы не можем контролировать. Ну, те же самые серые схемы, да, но они есть, и они могут быть и в обороте оружия, в обороте наркотиков и так далее, понимаете? Если мы будем таким образом реагировать на какие-то не совсем укладывающиеся в нашу нормативную базу явления, так, дорогие, мы всеобщее легализуем, что мы не можем контролировать. На мой взгляд, это не аргумент. Надо привести в соответствие законодательства, четко контролировать, а не говорить, что мы это не можем контролировать, давайте это легализуем, понимаете? А кто Это говорил, такой например, о небольшой том, что мы комментарий, не что можем я хотел контролировать и сказать. давайте Пока. это легализуем? Вообще, под словом легализация тоже может разное как-то пониматься, потому что одни считают, что, например, под определением легализовать рынок недвижимости подразумевается то, чтобы все те какие-то схемы или какие-то договора, которые были каким-то там, я извиняюсь, осведомленности у меня такой полной нету, я тоже опираюсь вот на то, о чем говорят те люди, кто занимается этим процессом. Но чтобы эти схемы как-то были, ну, сокращены, что ли? Какие схемы, Валерий? Вы можете конкретно сказать, что вы имеете в виду? Пожалуйста, я имею в виду... Продажу жилья между нашими согражданами, или вы имеете в виду продажу жилья иностранцам? Ну, иностранцам так и я имею в скажите, виду, Витя, мы же не конечно. понимаем, о чем вы говорите. Валя, можно я просто... Мне кажется, как бы сегодня стал вопрос. На самом деле у нас есть законы, которые так или иначе регулируют этот вопрос, да? И земельный кодекс, он старый, правда, там еще Верховный Совет как бы решает эти вопросы и так далее, но он как-то регулирует вопросы земли и прочее. Но сегодня, мне кажется, вот как-то очень так вот, ну, как бы вот быстро, непонятно, почему-то стал вот обсуждаться этот вопрос. Меня как-то немножко это настораживает. Почему так? У меня такое ощущение, что кто-то лоббирует этот вопрос. И вопрос стоит не в том, что мы плохо регулируем этот вопрос, да, вопрос продажи жилья внутри Абхазии. Вопрос стоит в том, чтобы мы открыли рынок недвижимости для иностранцев. Да? И здесь, мне кажется, вот эта обеспокоенность общества, она обоснована тем, что люди не понимают, почему сегодня встает этот вопрос, когда очень много вопросов не отрегулировано. Да? Вот в общественной палате мы так Вот какие вопросы не обсуждали. отрегулированы? Давайте мы тогда как-то да, это обозначим. я сейчас скажу. На самом деле, готово ли сегодня наше государство, да, контролировать вот этот процесс продажи недвижимости?
Насколько оно готово, насколько эти институты сформированы, насколько законы подготовлены. Мне кажется, вот в этом самый главный вопрос. Мне кажется, так общество поделили, такое ощущение, что те, которые сегодня как бы против продажи жилья, как даже обвиняют в том, что мы так вот не прагматичны, не умеем посмотреть в будущее, мы сидим на вот ресурсах, как собака на сене, ни себе, ни другим. А мне кажется, обеспокоенность не в этом, обеспокоенность в том, что, может быть, это не своевременно сегодня. Может, это преждевременно, да, вот этот рынок недвижимости открывать иностранцам. На самом деле у нас очень плохо работают все эти институты. Судебная власть, мы знаем, коррупция очень высокая. И сегодня, когда говорят, продают, да, вот недвижимость, все равно есть закон, как Батал сказал, есть закон, который запрещает продажу недвижимости иностранцам. Но и иностранцы рискуют. Они вкладываются, они это делают, они понимают, что они обходят закон. И тут как бы говорить, что вот много судебных дел, конечно, много, но они понимали, что они нарушают законы Абхазии. Да? Можно я спрошу, когда мы будем готовы тогда? Да, Нам ну я лет думаю, вообще, что впереди, как говорится, телегу не ставят. Дело в том, что у нас, я специально как-то постаралась изучить этот вопрос, у нас нет земельного кадастра. Мне кажется, это самый главный вопрос. Когда некоторые участники там дискуссий говорят о том, что мы против продажи земли, земля, она неприкосновенна, она достояние народа, но немножко это как бы вводит людей в заблуждение, потому что объекты, они тесно связаны с землей, потому что объекты стоят на земле. И сказать, что земля в этом случае не продается, да, в какой-то степени продается, потому что, покупая тот или иной объект, переходит в собственность и земля, на котором стоит этот объект. Поэтому, не отрегулировав земельные, да, отношения, земельный вопрос, у нас нет кадастра, как я сказала, да, земельного, у нас нет единого государственного реестра, у нас нет кадастра недвижимости. Это очень серьезные законы и документы. У нас нет карты, да, кадастровой карты, где, что, какие... Мы даже за все эти годы не смогли инвентаризацию провести. Вот вы начали... Ты даже не сможешь доказать, если этих документов нет, что ты живешь именно как на этом регулировать эти вопросы? Посмотрите, вы начали с того, какой рынок недвижимости. А откуда мы знаем? У нас нет инвентаризации в стране. Ну кто? Вот я, нет, одну секунду, это понятно. Да, вот то, что вы перечислили, очень важные все аспекты. Вот как раз я об этом тоже и говорил, но по словам Батала, судя по всему, у нас все находится более-менее вот под каким-то учетом. Можно я скажу? Во-первых, инвентаризация, в том числе жилья, проводилась. Переоценка, когда проводилась основных фондов нашей республики, и инвентаризация жилья во всех районах была произведена. И вы что говорите, что отсутствие земельного кадастра мешает всему остальному развитию, так у нас его никогда не было, давайте встанем тогда, не будем ни строить, ничего не делать. Или вы хотите сказать, что мы еще не созрели, наши институты не работают, и мы не можем те или иные процессы проводить в стране? Я с этим не согласен совершенно, что... То, что вы причины назвали, это никак не может быть препятствием для начала этого процесса. Первое. Второе, я хочу сказать, что разговор не сейчас этот пошел вообще-то. Это уже десятилетиями идет, насколько я знаю. Когда я был избран депутатом, и в первый же год мы это тоже обсуждали. Даже говорили, даже среди депутатов ходили, что давайте, может быть, создадим группу, как бы будем инициаторами и так далее. Ахар Юрьевич к вам даже подходил, и вопросы мы обсуждали. То есть эти вопросы не возникли сегодня, не возникли вчера, они уже давно. Более того, скажу следующее. Наш коллега на круглом столе говорил о том, что в Гагарском районе был проведен опрос. Сотни человек было опрошено. Вот из них всего 30% высказались как бы против. И они как бы ставили, как бы причина их негативного отношения к этому сводилась к тому, что их опасения, что граждане, которые приобретут как бы жилье, впоследствии могут стать, иностранные граждане, впоследствии могут приобрести абхазское гражданство и так далее, и так далее.
Хотя у нас получение гражданства регулируется законом о гражданстве и ни в коем случае не связан, как некоторые думают, что с покупкой, с приобретением жилья. Поэтому как бы связывать эти два вопроса, к сожалению, такое мнение тоже вот существует у людей. И дальше, вот я не знаю, почему это, я считаю, что это, наоборот, положительный момент, если, я считаю, что мы, если за 25 лет не подготовились, я не знаю, что значит не подготовились, почему мы не готовы, я не могу это понять, почему мы не готовы. Батал, пожалуйста. Я прошу извините, я вообще немножко хочу отойти от этого вопроса, что говорит. Моя точка зрения такая. Причем тут кадастр? Пусть будет даже кадастр. Пусть все законы будут. Вопрос не в этом. Вопрос совершенно не в этом. Везде в мире, каждая страна, даже очень благополучные страны, с огромными территориями, даже Россия, вы говорите, а что, в России иностранец может купить землю? Не землю, а... Подождите. Я задаю вопрос. Иностранец может купить в России землю? Не может купить землю. Эта страна, которая 1/7 частью суши обладает, она запрещает продажу земли иностранцев. У нас своим гражданам тоже запрещено. Подождите, я же совсем другое имею в виду. То есть даже большая великая Россия запрещает продажу земли иностранцам. Во многих странах мира создано очень много барьеров для того, чтобы не ихние граждане не могли приобрести жилье. Посмотрите. Во всех странах Европейского Союза какие барьеры, какие налоги. Во-первых, вы не можете приобрести во многих странах, если вы не имеете вид на жительство. А для получения вида на жительство требуются совершенно, как говорится, большие требования. Если вы не можете, предположим, приобрести жилье, которое стоит более $500 тысяч, если вы не открываете фирму, и эта фирма не будет работать в стране и приносить доходы, не разрешают покупать. Посмотрите в Швейцарии, посмотрите в Австрии. Это практически невозможно купить. В Австралии для того, чтобы купить жилье, должно быть соответствующее постановление одного из отделов правительства, который этим занимается. Австралия. Ради чего это все делается? Так это для того, чтобы граждане этой страны, в каждой стране, я думаю, мы тоже в первую очередь должны думать о наших согражданах, которые не могут быть. Что, у нас мало людей, которые хотят купить жилье и не могут? То есть это делается для того, в тех государствах, чтобы граждане страны были защищены. Конечно, правильно? это делается для того. Теперь мы не хотим эти барьеры. В первую очередь. Да, теперь вот вы скажите, если наш рынок такой обеспеченный вообще всем законодательными нормами, да, что разве нет необходимости в том, чтобы все вот эти защитные механизмы теперь сейчас, когда идет разговор о законе по продаже недвижимости, были учтены? Сейчас мы говорим о том, что нужно сделать для того, чтобы этот закон был действительно более совершенным. Я говорю совершенно о другом, ведь мы с вами о разном говорим. Я вообще говорю о запрете, о том, что пока рано нам вводить какое-то разрешение даже с любыми барьерами. Наше население сегодня не в состоянии, не конкурентоспособно приобрести жилье. У нас маленькие зарплаты, у нас население не может купить себе жилье. У нас нет пока доходов. Самый главный вопрос любой страны – это защита и вопрос, как говорится, наших сограждан. Вы меня извините, я тоже, как говорится, в советское время, большинство из нас прожило здесь в подвалах города Сухум, где мы жили в подвалах участников, как говорится, и так далее. Мы что, хотим сделать так, чтобы наши студенты, люди, которые в деревне, многодетные и так далее, их дети должны будут жить здесь в подвалах? Батал, мы не конкурентоспособны. Вы знаете, что никто к вам не будет по этому поводу возражать, потому что мы сами тоже говорим как раз об этом. Тут дело в том, что нужно же не стоять на месте, а теперь уже определять те механизмы, которые будут защищать наших граждан. Вот я для того пригласил, чтобы сегодня преждевременно, я же что говорю, что этот вопрос... преждевременно обсуждать, какие сегодня законы этот быть. Вопрос не то, что обсуждать. Вот тот запрет, который сегодня находится, хотя бы ближайшие, я не знаю, 5 лет, 6 лет мы должны, может быть, готовить. Вопросов нет. В парламенте есть комиссии, пускай они готовят, тихо об этом смотрят. речь идет. Но сегодня, как говорится, вообще мы не можем даже думать о том, что мы можем открыть маленький шлюз. Как только мы откроем маленький шлюз, я имею в виду эти барьеры, да, мы не остановим. И мы не сможем, потому что наше население не в состоянии. Мы не зарабатываем в Абхазии столько денег, чтобы люди купили. Вот почему я, знаете, спрашивал как раз в самом начале нашей беседы про то, в каком состоянии находится наш рынок недвижимости.
Но потому как раз-то я и думал, что одним из аргументов будет то, что наш рынок не готов пока никаким вот таким, знаете, влиянием извне, то есть какой-то продажи недвижимости за границу. Но, как вы говорите, у нас есть для этого все Знаете, бояться и не идти условия. вперед, я, например... Но сейчас мы обсуждаем, да, давайте мы обсудим, в принципе, что нужно делать. Страха, я тоже хотел бы сказать. Вообще, мне кажется, сама тема вот этой недвижимости, кстати, да, она обсуждалась давно, но так активно, как вот последние месяца два, она никогда не муссировалась. Я просто какую-то информационную волну ощущаю. И вообще вся эта волна держится как бы на 3 китах. Первое, мы должны соответствовать международным стандартам. Везде это делается, почему у нас как бы не делается. Второе, что это осчастливит нас экономически. И третье, что это может вызвать какие-то проблемы или охлаждение в взаимоотношениях с Российской Федерацией. Вот 3 пункта. Хочу каждый из 3 очень коротко осветить. Первое. Вот очень интересно о вы знаете, международных каждая стандартах. страна, большая или маленькая, вот Батал тоже как бы упоминал об этом, Да. в той степени и как бы в то время применяет те средства для защиты своих интересов, которые она считает нужным. В некоторых странах не продается земля, в некоторых странах можно хранить оружие дома, в некоторых странах применяют смертную казнь и так далее, и так далее. Значит, они считают, что эти нормы, которые не вполне соответствуют общим мировым стандартам, нужны им там и сейчас для осуществления своих национальных интересов. В нашем случае это, безусловно, запрет на продажу жилого жилья иностранцам. Почему? Да потому что мы в своем горьком опыте знаем, что такое демографические перекосы. Не от того, что сюда какие-то захватчики приедут и заселят, а потому что по факту, ощутив вот этот демографический перекос в сторону иностранных граждан, не обязательно граждан Абхазии, но граждан, которые здесь имеют жилье, которые могут вести здесь свой бизнес, а значит, так или иначе влияющих на общественную жизнь в стране, это создаст ту атмосферу или, я не знаю, те обстоятельства, которые вряд ли очень сильно будут способствовать нашим национальным интересам. Это первое. Да. Второе, извини, Валера, экономический вопрос. Когда, знаете, говорят, давайте все остановим, ничего не будем делать. А что? Это что самый главный, самый актуальный и самый такой важный вопрос в нашем государстве. Просто я хочу вот такой вопрос задать. Кто показал и представил расчеты, по которым наш бюджет или наш какой-то инвестиционный климат или что-то в этом роде будет очень сильно продвигаться? Я ни разу, ни от кого ничего подобного не видел. И потом, мои дорогие, давайте будем говорить не любыми средствами и не в любое время. И потом, знаете, если бы у нас была такая ситуация, когда, ну вот, бывает, что нет ничего. В Саудовской Аравии ничего не было, кроме нефти. Там еще где-то, еще чего-то. Вот ничего нет, только одно есть. У нас, вы где-нибудь видели страну, где на одного жителя приходилось бы 5 туристов, кроме Абхазии? Я не видел, не слышал ни разу. Это у нас мощнейшие ресурсы рекреации. Вы же, наверное, знаете, что мы фактически перекрыли весь импорт, который приходил огурцов, помидоров за счет собственных ресурсов. И еще экспортируем. У нас мощные ресурсы по... Что мы экспортируем? Огурцы, помидоры. У нас колоссальные ресурсы в сельском хозяйстве. У нас самая лучшая вода в изобилии. У нас хороший потенциал в энергетике и так далее. И так далее. Так давайте это развивать. Когда мне говорят, что давайте будем продавать жилье, кстати, это очень такой краткосрочный ресурс, раз, и его больше у тебя нет. И вот это нас осчастливит. У меня такое впечатление, что, я не знаю, граждан Абхазии считают какими-то экономическими, я не знаю, маргиналами, которые не в состоянии ничего сделать. На самом деле, конечно. Давайте это поднимем, а когда мы это поднимем, да, то, что вот то есть, пока мы не поднимем какое-то одно направление, здесь нельзя двигаться никак. Давайте встанем на ноги. Сегодня мы, то, что нам Богом дано, вот это еще мы не сделали, и даже не приступили. А уже говорим, давайте будем продавать жилье осчастливить. Ничего это нас не осчастливит, оно моментально кончится. Более того, мы создадим условия на рынке, когда внутренние граждане, наши граждане,
и, соответственно, из-за ценовой политики не смогут приобретать это жилье. Граждане хотят продать, Яхар Юрьевич, тоже есть такое. Я не извиняюсь, забывайте. что они хотят продать, простите, Свое пожалуйста. Некоторые свое жилье тоже. То, что некоторые свое непосильным жилье. трудом построили, они хотят продать то, что они не построили, а то, что они оформили, и было не их имуществом. Да вы хотите у них И отнять. вложений никто у них не отнимает, Ну, а в чем ради дело? Бога. Но я вам хочу сказать, что мы должны свой менталитет тоже знать. Мы прекрасно понимаем, что есть моменты нашего внутреннего, когда человек заболеет, предположим, или, я не знаю, все методы люди начнут распродавать свое жилье, при крайних случаях. Завтра встанет, как говорится, вопрос, где им жить. Не, ну вы считаете, что они продадут жилье, где они живут? И Вы знаете, куда-то? найдутся и такие, которые продадут Ну, если жилье. мы за своих граждан так это боимся, за себя Да сами, мы не если боимся, мы должны наоборот подумать о том, чтобы нашим Я хочу гражданам сказать, было Яхар хорошо. Юрьевич, надо... Я извиняюсь. Да, Лескевич, просто в любом деле, мы с вами неоднократно, сколько уже лет вместе работаем, и каждый раз мы это взвешиваем. Как бы плюсы и риски, понимаете. В каждом деле, тем более в таком щекотле, ведь это не зря в том далеком 95-м году эта норма была включена в наши закон. Это же не с воздуха взяли, это вот благодаря тем граблям, на которые мы неоднократно наступали, это было сделано. Знаете. Один вопрос можно? Да, и как бы когда мы взвешиваем плюсы и минусы, надо быть очень внимательным и осторожным. Еще раз повторяю, если бы у нас, дорогие друзья, вообще ничего не было бы, и вопрос продажи жилья был бы вопросом жизни и смерти, нет вопросов. Но когда у нас столько ресурсов, мы их эффективно не используем, а пытаемся вот это, знаете, что напоминает? Когда у крестьянина шикарное поле, он его не обрабатывает, говорит, давай пойдем на дорогу, вот там сыграем в 3 наперстка и заработаем деньги. Это политические и экономические авантюры, которые нас к хорошему не приведут. Вот у меня один Не, это вопрос сейчас, можно? мне И- кажется, что тут кое-что И это нужно тоже надо уточнить. использовать. Я вот Слушай, спросить все то, хочу. что ты говоришь в отношении развития там, сельского хозяйства, туризма и так далее, это все разве с определением рынка недвижимости как-то связано? Там есть свое направление. Я не понял, Валера, Просто может быть. одну повторюсь. секунду. Нет, может, и не Нет, понял. ты повторишься, но это чуть попозже. Давай-то все-таки я докончу мысль. Мне вопрос Эта можно? вещь должна развиваться, конечно. Вот ты говоришь про наши там помидоры и огурцы, которые вывозят. Я, например, вижу на рынке пока только то, что сюда привозят. И из Турции, и из Краснодарского края. Просто Пока есть такого идея, нету. может. Да, надо развивать. Правильно, нужно развивать. Я, например, тоже считаю, что, может быть, этого не нужно было сейчас оповещать, в общем-то, как-то Нужно держать. все направления нейтральный развивать. Все, В том да. числе и Вот рынок просто у недвижимости. меня сложилось такое впечатление, что наш рынок недвижимости, он несколько в хаотичном состоянии находится. Такой вот уверенности в том, что он к чему-то Вы готов, можете сказать, нету. в чем хаотичность? Ну вот хаотичный, там присутствуют сделки какие-то все неформальные, неформальные тоже, Почему незаконные. Незаконные. Ну, да. Ну, закон Подождите, же есть, подождите, значит, подождите. Ну, незаконные сделки, какие-то В моменты, чем там что-то незаконность, присутствует. скажите, всё. сделки? А? Хорошо, послушайте, лучше, когда, не хотел это говорить, подчеркивать, но лучше, когда иностранные граждане, которые хотят приобрести жилье, они приобретают гражданство. Ну, простите меня, пожалуйста, а почему вы две вещи путаете? Почему вы Если путаете? Подождите. Я наблюдателем был на одном участке, вы знаете, в городе Гагра. Да, и что? Приходили голосовать с абхазским паспортом, я их вообще никогда Я не видел. понимаю, ну а при чем Очень тут- много людей. Вот как раз таки вы подтверждаете то, каким опасением я до этого Это как говорю. раз-таки не Можно, опасение. знаешь, по-абхазски говорят, апшло у цара вамамха андам тадзаква. Юза адзом апшло цара. Приблизительно то же самое. Мы, не имея, как говорится, никаких защитных механизмов для того, чтобы... Почему это в законе можно сесть защитные механизмы? Невозможно. Ты сам говоришь, что почему-то пришли люди с паспортами, которые, как говорится, нет. Скоро Откуда мы, они как взялись? бы, на третье чтение идет, или на второе, закон о выезде иностранных граждан. Это один закон, который будет регулировать нахождение здесь граждан иностранцев. Ну. Те, которые даже приобретут жилье. Есть закон о гражданстве. Я не понимаю, чего мы боимся. Послушайте, я не понимаю, чего мы мы боимся. боимся. Вы Я боитесь, сказал, что чего все я скопом боюсь. скупят. Я хочу спросить тебя, жилье. как ты Вообще-то думаешь? можно квотировать. В этом же законе можно какие-то квоты ввести, что больше такого-то количества квартир нельзя продавать. Можно это в городах сначала сделать, попробовать, как это пойдет.
ведь это сподвигнет и новому строительству тоже. А вы знаете, что, Баталов Иванович, у нас уже проблема у молодых семей с жильем тоже. Некоторые, да, такие тоже есть. Правильно. А когда начнется новое строительство, государство, будет возможность у государства иметь какой-то процент жилья, будет принадлежать государству, которое она сможет потом распределить семьям погибшим, я не знаю, нуждающимся. А с чего вы взяли, что государство будет иметь процент жилья? Да, это мировая Каким практика, образом? которую вы всегда все призываете. А во-вторых, я Какая мировая практика? знаю. Извините меня, мировая знаю. практика говорит о том, что люди платят налоги. А кто вам Если сказал, вы, предположим, что здесь не значит, надо приблизительно платить средний мы подсчитали налог, если ты покупаешь жилье в Германии, у меня материалы, я могу тебе отдать, ты платишь 31% в итоге. Вместе с... Не, а кто вам мешает что-то подобное здесь? Ну, в законе это говорит, сделать. Какие проблемы? Можно Вообще, налог на имущество ввести. я бы тоже хотел Налог на услышать. имущество, как бы, вы не ну видите, самый высокий, это мы 3,5 в мире. Это же мы говорим, какие защитные механизмы и какую пользу мы с этого можем извлечь. Мы не Давайте можем думать, иметь с мы этого пользу на сегодняшний день. Я хотел бы у вас спросить один вопрос. Если бы в 95-м году не было бы постановления о запрете жилья и так далее, как вы думаете, вот на набережной города Сухум кто-нибудь вообще жил бы из дачи? Баталов Иванович, не продайте, не купят. Не А продайте, что не значит купят. не продайте, если есть возможность? Вы знаете, для того и существует правительство в государствах, для того и существуют институты, как говорится, строительства государства, где вырабатываются механизмы для защиты, как говорится, своего населения, которые предвидят чуть-чуть вперед. То есть вы видите угрозу в этом? Да, если мы... я вижу в этом Какую большую именно? Экспансию угрозу. какую-то, да? Как бы? Я вижу никакой экономической пользы для страны, раз, Экономической пользы потому нет. что нету никакой экономической пользы. Покажите мне, какая польза от этого. А если новое строительство, новые коммуникации? А их нельзя просто Пошлины, так сделать. а? без Хочу этого сказать, что закона. коммуникации делают, как просто говорится, не построить. строительство. Подожди. Ну, вон В чем построить. проблема? Не строить? Дай людям поговорить. Толчок Давайте нужен. строить. Толчок нужен к Давайте этому тоже. строить, давайте Вы развивать говорите, экономику. Ахра Юрьевич, строить. надо Давайте все строить, нормально. значит, И нужно... так далее. Ахра, вот тут вот, знаете как, Почему мы вот- связываем вопрос продаж жилья и новых строек? новых Я не можно на понимаю. самом деле, Надо, мне чтобы она кажется, оборачивалась, Ахра Юрьевич, в том Да не числе бывает такого. недвижимость, Я в том нигде не числе слышал, жилье. Георгий Резикович, чтобы продажа жилья иностранцам каким-то образом была связана с программами нового жилья для граждан страны, для молодых семей. Люди находят средства, Слушайте, вы создают наши программы и граждане, многие строят новое говорили жилье. об вопросе Причем, если населения тоже. это Слушайте, да. люди сами Ну, продал хотят, я ему, чтобы будет он мне налоги платить там их какие-то. недвижимость продавалась как-то. Можно, Что я можно на это я по построю поводу... новое Я жилье? на самом деле очень трудно сегодня связывать вопрос продажи вторичного жилья там, и так далее, да, с инвестициями в Абхазию, что вот как бы инвестиции нужны. Но мне кажется, вообще никаких экономических расчетов нет, как Ахра сказал. Да, и какая экономическая в других местах у вас выгода есть, от да. продажи жилья. Вот самое страшное, понимаете, в том, что нет... А у вас есть выгода от Минутку, продажи? минутку. Ну, нет, мы лоббируем Есть? этот закон. Те, Есть. кто лоббирует Наши этот граждане покупают жилье и живут. могу Минутку. сказать. Где Те, кто покупают лоббирует жилье? этот закон, они должны все-таки... Дома Дайте пускайте. молодым семьям, Да. дать можете? Одну секунду. Можно купить? я скажу Да, мы вам? дадим до закона. Подождите, извиняюсь, а почему молодым семьям вы считаете, что надо дать? Они должны купить, а не дать. Для этого ипотека должна быть. Мы пока не готовы. Все правильно. Никто никому Бадал, ничего не должен дать. пожалуйста, подождите секунду, даме Минутку, дадим просто я закончить. говорю, на Пожалуйста. самом деле, вот когда люди, которые лоббируют этот закон, да, они должны представить эти экономические расчеты, экономическую Всё верно. выгоду для Абхазии. Очень трудно разговаривать просто так в воздух, потому что, ну как это вот аргументировать как-то надо, чтобы люди поверили в то, что это на самом деле Абхазии нужно. То, как сегодня ведется дискуссия, вот это абсолютно не убеждает никого. Потому что все люди, которые об этом говорят, никто не провел серьезный анализ и серьезную, как бы, да, вот такие расчеты никто не провел. Это с одной стороны. С другой стороны, когда это связывается с инвестициями, я сегодня, ну, как бы думаю, что вот глядя на то, что есть стройки и так далее, на самом деле в законе, в земельном кодексе есть статьи, статья пользования землей, аренда землей и так далее, где написано о том, что иностранные юрлица могут взять в пользование землю, да?
это вопрос о том, как это зачем это связывать с инвестициями. На сегодняшний день может государство, да, мы можем выделить государству, это вот, например, на примере выделенных наших земель под военные базы, да, если бы это не позволяло наше законодательство, мы бы это не смогли бы сделать. Заводы можно да. приобретать. На самом деле, да, и гостиницы. если и говорить дома, об и потом инвестициях, тоже можно в аренду сдавать. если все говорить то же самое, чего иностранный инвестор не произошло. Минуточку, можно? То есть это как-то надо упорядочить и все это превратить в законную форму. Развивать свой бизнес в Абхазии, абсолютно не увязывая это вот у него нет проблем с гражданством, у него нет проблем с тем, чтобы приобрести там эту землю. Нет проблем. Зачем нужно это связывать с продажей недвижимости иностранцам? Так тоже, непонятно. На самом деле, я считаю, что это тоже очень такой вот как бы статьи этого закона тоже уязвимый для нас. Может, нам тоже нужно продумать. Вопрос недвижимости здесь не совсем правильно. Недвижимость можно продавать, жилье нельзя продавать. Тут нет, потому что когда вещи. говорят о недвижимости, почему-то говорят только о жилье. На самом деле понятие недвижимость включает в себя... Это очень правильное замечание, потому что, наверное, мы сейчас телезрителям не объяснили. Почему нельзя тогда, скажите? Что нельзя? Почему нельзя продавать? Вот вы сами Жилье говорите о том, потому что... Повторять одно и то же, что ли? Что наши все продадут и в гору убегут, да, люди, граждане? Да никто ни в гору не убежит. Ну, а в у чем нас дело тогда? про тех же молодых, которые вы говорите, которым нужно жилье, им надо дать жилье. Это сегодня так, завтра у них дети будут, им тоже нужно дать жилье. Правильно. Они не конкурентоспособны. Они не смогут купить жилье по одной простой причине. У нас низкие заработные платы. У нас, как говорится, пока наш уровень очень низкий. И иностранцы, кто бы они ни были, при всем уважении, они скупят все это жилье. Наше население не конкурентоспособно. Во-первых, можно квотировать, Батал Иванович. Невозможно это квотировать. Послушайте сюда. Вы говорите, что люди для того, что... продают наше гражданство. Я не сказал продают. Нет, а как вы сказали? Что люди ищут получение гражданства, чтобы купить жилье. А вы теперь представьте себе... чиновники, он не говорил. А вы теперь представьте себе, с какими мы проблемами столкнемся. Значит, какой-то чиновник продал. Наша главная проблема, это чтобы наши сограждане чувствовали себя хорошо, и чтобы они были конкурентоспособны. Потому и чтобы эти когда молодые... появится новое жилье, у государства возможность появится с помощью даже этой программы, и какая-то часть жилья будет в руках государства, и когда она сможет тогда распределять вот это жилье... Надо забыть советскую систему распределения жилья. Ну, вы немецкую не хотите, советскую не хотите. Нет, почему немецкую? Послушайте, да. Есть ипотека, есть банки, где должно государство вот в этом делать долгосрочные кредиты. Мы не готовы к этому тоже. Послушайте сюда. Сегодня мы не готовы. По-вашему, мы вообще ни не готовы. Почему мы не готовы? Ипотеки тоже не готовы. Так надо думать об этом, как говорится. А если вы продадите, это не значит, что вы решите, говорится. Пожалуйста, я, может, что-то не понимаю. Не, я не понимаю, чего бояться. Просто я сейчас скажу, пожалуйста. Чего бояться. Может, вот ты не понимаешь, я тоже не понимаю. Я, знаешь, чего не понимаю? Я например, не вижу опасений. Я тебе рассказываю, а ты говоришь, я не понимаю. Ну, давайте мы сейчас к чему-нибудь придем с договором каким-то. 250 тысяч, да, это очень небольшое население, понимаете. 10 или 15 тысяч землевладельцами, домовладельцев, это серьезный демографический фактор. Я не говорю, что у нас где-то есть там противники, враги. Не в это дело. Это естественный процесс. Когда вас так мало, не 5, не 10, не 250 миллионов, а всего 250 тысяч, любой фактор вот такого демографического риска – это угроза вашим интересам. Давайте сопоставим эту угрозу с теми дивидендами, якобы, которые мы получим в экономическом плане. Вот давайте взвесим, оценим и скажем, экономических... Вы нам пока никаких дивидендов и расчетов не представили, по крайней мере, я не слышал. Если кто-то из вас слышал, я не знаю. А риски, если не ошибаюсь, мы вам изложили. И эти же риски имелись в виду, когда в 1995 году, еще при Владиславе Альцеве, было выпущено это постановление. Что здесь непонятного? Просто я не понимаю, что здесь надо объяснить. Что 200 тысяч их не сограждане. А вы знаете, какие преференции имеют эти сограждане? Да. Ну, правильно. Посмотрите. Да. Так давайте мы создадим преференции для наших граждан. Так давайте, а что мешает вообще? Мы не можем создать. Так послушайте сюда. Батал. Продав, как говорится, самое лучшее, кому вы создадите преференции?
Не, вот это вот, знаете, какой-то разговор идет вот немножко... Зря Можно мы я боимся, внесу Богдан Иванович. ясность? Никто вот так вот, как вы Мы не считаете, готовы. всё- Я не говорю, что этого никогда не надо будет. Бадал. Сегодня мы не готовы. Извините, пожалуйста, давайте мы дадим слово Виталию Это Тарнову. моя точка зрения, я же не говорю, что вы так должны думать. Я вам говорю, Про что- Виталий, третьего, пожалуйста. не, про третьего кита он не рассказал. Он про 2 китах сказал, про третий не сказал. Какой? Могу сказать, Да, про третьего кита. это вот есть такое мнение, что вот и оно в парламенте у нас озвучивалось, если не ошибаюсь, у вас на эфире, что это вот, ну как так вот, мы дружим с Российской Федерацией и вот и не даем продавать там жилье. Я это неоднократно слышал. Просто я хочу вам сказать, что наши взаимоотношения с Российской Федерацией имеют значительно более глубокое и прочное основание, чем вероятность или невозможность продажи жилья там, условному жителю России в условном городе Абхазии. Они напираются на наши общие интересы, и наше союзничество основано не на том, что кто-то кого-то оберегает, то, что у нас есть совместные интересы. Эти интересы обусловлены, во-первых, нашими и братскими отношениями, и, во-вторых, от той геополитической ситуации, которая есть и, скорее всего, в обозримом будущем сохранится. Это основа наших взаимоотношений. Я очень сомневаюсь, что какие-то законы, которые будут соблюдать и сохранять наши внутренние, да, специфические интересы, каким-то образом могут повлиять на взаимоотношения России и Абхазии. Это какой-то популизм, и, на мой взгляд, довольно примитивный и опасный. И опасный популизм. Знаете, как, Виталик, Второй насчет вопрос. третьего кита, по-моему, нам всем понятно. Второй вопрос у меня к нему. Вот у вас у вас что, законопроект уже готов или что? Нет, мы просто нет, обсуждаем, нет, согласились, нет, тема парламенте такая что- есть. Мы говорим, слышим Как об угрозах. подойти к этому Я закону? говорю в том, Какими что... соображениями? Я Вот говорю о чем том, я что говорю. закон нужен, и в этом законе, и в других законах можно защитный механизм употребить, который, Да. и опасения снять. Вот, Дим, коротко. видимо, мы друг друга А можно немножко не спросить, понимаем. зачем? Я не Вы, в говорю, принципе, говорите, что через не надо. 5 Я лет, вас понял, Я да. не говорю, мы не знаем, какая ситуация будет через 5 лет. Моя точка зрения, я же не говорю, что это Нет, дело в правильно, том, что- это преждевременно сегодня. Нет, я- Весь вопрос. Эта точка зрения понятна. Дайте мне Пожалуйста, сказать. Виталий. Я что хочу спросить. Чего мы вообще спорим, если законопроекта нет в парламенте? Мы не спорим, вы ну, знаете, нет. давайте Подожди, я дайте- еще раз объясню нашим телезрителям и вам тоже Не-не-не, всем. Мы обсуждаем, какие нужны будут, может быть, внесены Я всё правила, понял. что нужно Я сделать для внимательно того, чтобы слушал. закон был совершенным. Я более. внимательно слушал. Я не за это говорю. Если нет, то обсуждать можно. Второй вопрос у меня к Ахре. Каково лично мнение президента по этому вопросу? Он как считает? Да, по этому поводу. Конечно, я не могу вербализовывать мнение президента. Но я давайте мы у слышал президента ссылки, Нет, он озвучил я слышал уже в ссылки парламенте на Да, его тоже. мнение. Да? Так, мы за Ну, это- во-первых, я хочу сказать, что ни разу никогда я не слышал, президент не говорил, что вот этот проект с продажей жилья иностранцам надо осуществлять немедленно. И я не спорю с тем, что, возможно, когда-то, я не знаю, через 5, через 10 лет, никто не 15 лет, это может стать на повестке дня, когда мы решим задачи по регулированию имущества, инвентаризации, вот если ты говорила про кадастр, когда мы с вами решим основные экономические, социальные вопросы, которые мы, безусловно, можем и обязаны решать. Может быть, потом, не знаю, в срок действия этого президента или следующего, мы этот вопрос поднимем. То есть, Так Ахра, я сейчас понимаю, что нужно в этот этом вопрос контексте, закрыть, в этом правильно? контексте президент и говорил о перспективах вот такого вот изменения в нашей нормативной базе. Но пока, честно говоря, ни я, ни та партия, в частности, которую я представляю, ситуацию вот так не видит. Тогда Она мы- ее видит однозначно. Тогда и мы просто. можем только У говорить, нас потому нет что времени, смысла- Нет, постойте, Что давайте конкретики- мы определимся. Нет, давайте Потому мы что у нас определимся. Это его нет- мнение. нет. Он считает, что сейчас мои нужно этот комментарии. закон Я, отодвинуть в сторону, здесь не и встречаю президента. никакого обсуждения по этому поводу не должно быть. То есть в обществе этот интерес есть к обсуждению. Но вот сейчас считают, например, они аргументируют это точно так же, как и вы аргументируете, да, что этот закон не нужно принимать. Например, мне кажется, что независимо от того, как будут развиваться другие отрасли, они должны развиваться. Закон чем мешает его, по крайней мере, обсудить на том уровне, чтобы подойти к какому-то уже формированию, сделать группу, не знаю, которая будет заниматься этим
Пусть как раз и решит эта группа, что нужно этим будет заниматься продажей недвижимости через 5 лет, может быть через год, может быть через 15. Определят вообще общую ситуацию и тогда решат, как быть. Но что мешает, я вот этого не могу понять сейчас, обсудить те проблемы, которые связаны с созданием этого закона. Вот, например, я знаю, что закон об инвестициях был, закон об экономических зонах тоже утвердили, насколько я знаю, в парламенте. Почему закон о недвижимости точно так же не может прорабатываться, обсуждаться и в обществе тоже, и потом тоже приниматься уже? Валера, потому что для всего есть свое время. Как это время определить, конечно. Да, и это время... Пожалуйста. Дорогие друзья, конечно, мы все патриоты. И всем хочется, чтобы вольготно, чтобы мы здесь жили. Но для того, чтобы вольготно жить, надо что-то тоже делать. В данном случае я не буду спорить. Сейчас, конечно, у меня тоже экономические выкладки нету. Но и к этому вопросу можно как-то найти какое-то решение. А какое, на мой взгляд, можно было с чего-то начать? Не всеобщая приватизация или же там продажа возможностей и так далее, а вернуться к тем. Вот у нас здесь несколько объектов по городу Сухуми строят. Жилые дома. Граждане нашей страны, как вы правильно сказали, не богатые, купить их не могут. А этот бизнес развивается. У нас есть инвесторы зарубежные, есть инвесторы наши, местные. И вот по городу самые красивые, самые лучшие сейчас дома, вот они строят. А кому они будут продавать? Бизнес не будет развиваться. Ведь надо все развивать. И какой-то сегмент с чего-то надо начинать. В том числе, может быть, не будем о всеобщей таком вот продаже вторичного жилья. Может вернуться, обсуждать о возможности продажи первичного жилья. И причем сделать умный, хороший закон, который позволяло бы как-то защитить от тех, на наш взгляд, опасностей, которые существуют вот в этом деле. Допустим, в советское время, постсоветское время, сейчас, вообще-то строительство всегда было очень хорошим, серьезным бизнесом. И на стройках работали большое количество людей. И сейчас то же самое. Много людей, в том числе, вот мы говорим, узбеки, там еще кто-то работают, но в основном работают наши граждане. И неплохо работают. И хорошо научились строить. Если не будут они получать денег, то есть продавать, выручать, все это остановится. Не пойдет этот бизнес. Как направление бизнеса в этом плане, надо, я думаю, что какие-то решения принимать, чтобы оно не сильно мешало нам, и вернуться вот к продаже, возможно, в продаже первичного жилья. Вот сейчас объект большой строится на Кудорском шоссе. Огромное количество квартир там будет. И что же будет? Он построит, это, по-моему, Мосфундамент или какая-то фирма строит. Они построят элитное жилье. У нас, я вас уверяю, в Абхазии 2-3 человека купят это жилье. Другое, вот построили наши же сограждане жилье вот напротив Парка Славы. Квартиры продать не могут, потому что нет покупателей. Потому что они сверхприбыля хотят. Только поэтому. Возможно хотят. Но это их право. Их право. Вот говорит, что ничего нельзя, сегодня мы не дошли, это я считаю неправильно. Надо подходить, надо искать пути, чтобы остановить бизнес, остановить развитие нельзя. Тогда давайте в пещеры уйдем, жить будем в пещерах. Можно вопрос, Нигзар Нуриевич? Вот посмотрите, что происходит. На самом деле, вот вы говорите, уже строится это первичное, жилье строится. И строится на лучших землях, вот как бы на лучших землях, на прибрежных землях. Но посмотрите, то, что сейчас происходит, я считаю, что вот в данное время мы должны наложить мораторий на все. На строительство. На все. Давайте есть тоже не будем. Я просто договорю, скажу. Мы должны наложить мораторий на все, потому что у нас же не бескрайние просторы. Абхазия за 2 часа от одной границы от восточной до западной, за 2 часа, за 3 часа можно проехать, И вот у нас мало земли.
У нас море и вот сразу гор. У нас мало земли. Знаю. И мы пока не определили, вот как бы не обозначили, какие земли, под что, буквально по сантиметрам не вымерили, да, не измерили эти земли, мы не имеем права просто вот так наобум отдавать под стройки. Извините, я договорю. Мы просто... я не противоречу, вы правильно говорите. Я тоже и мы тоже только об этом и говорим. Я думаю, что преждевременность состоит именно в этом. В том, что вот такая маленькая земля. Если мы не начнем сейчас... Но начинать нужно не с обсуждения, открыть нам рынок недвижимости или нет. Обсуждать мы должны о том, что давайте все-таки приведем мы свою страну в порядок. Определим, какие у нас земли для сельского хозяйства, плодородные, то все. А какие неплодородные, отложим под строительство. А прибрежная часть, это наши достатки. Там исторически, да, историко-культурное наследие наше почти находится на прибрежной этой части. И мы должны эти зоны, и особо ценные земли, земли запаса, там земли, это какой наш фонд, который мы не трогаем. Вот все это пока на карте не будет расчерчено, не будет как бы по квадратуре не отмерено, я считаю, что мы должны наложить мораторий на вот этот бизнес-проекты. Иначе мы оставим будущим нашим поколениям, оставим не свою страну, а чужую страну мы им оставим. Вы думаете, почему? Что это вместе заводы, фабрики перестанем строить. Одну секунду. И сеять, значит, тоже Пожалуйста, перестанем. давайте. Почему вы думаете, что это вместе Заводы, нельзя фабрики. развивать? Я скажу, почему я думаю, что это вместе нельзя. Я извиняюсь, создавая вот это, мы сейчас же говорим о создании правил игры, то есть мы давайте создадим такие правила игры, которые учитывают то, что вы говорите. Но это не надо связывать с вопросом рынка недвижимости. Это само собой. Мы сегодня этим делаем. Почему мы... Я считаю, что кто-то вот на вашей, наверное, студии, когда обсуждали этот вопрос, кто-то сказал, вот надо, чтобы этот вопрос контролировали неправительственные организации. Общество должно контролировать. Но извините, у меня такое ощущение, что у этих людей нет понятия государства. Это государство должно быть в ответе за своих граждан. Государство должно гарантировать будущее, да, чтобы, знаете, во многих странах есть право преимущественной покупки даже, конечно. Да? То есть, когда ты в первую очередь думаешь о своих гражданах. Нет, я хочу зачем вы утрируете? Постойте, вы как раз говорите о том, о чем кто с этим всем согласен. Все с этим согласны. Мы как раз говорим о том, что нужно привести в порядок все действительно для того, чтобы этот закон потом можно было уже каким-то образом внедрять. Но до этого нужно привести действительно все то, о чем говорит Асида, все то, о чем говорит Ахра, все, о чем Григорий говорит, Георгий. У нас вообще-то сидящих здесь противоречий нет. Мы об одном и том же говорим. Например, согласен я с тем, что... Ты нас не слышишь или не понимаешь? Экономические выгоды... Сегодня в таком случае? Можно нет, вот совсем собирались, что? Зачем? Я сейчас объясню. Зачем мы еще раз сначала повторю. Обсуждаем. Если это надо сделать когда-то потом. Нет, а когда-то потом вы же должны это сейчас подготовить. Мы как раз ведем разговор, раз эта тема поднялась. Тоже не утрируйте, знаете, раз разговор, эта тема поднялась и обсуждали в общественной палате, и в парламенте обсуждали, то нужно, значит, как-то этот вопрос обсуждать. И в этом участие должны принимать и эксперты, и специалисты, и наше общество в целом тоже. Вы мне скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что экономические выгоды, какие принесет закон, никто этого не представил. Надо, значит, теперь в будущем сделать так, чтобы кто-то разрабатывал, кто занимается этим законом или кто будет заниматься, тот, значит, разрабатывал и представил бы эти экономические выгоды. Их действительно нету, и все с этим согласны. Но это нужно разрабатывать, экономическая наверное. выгода есть, как это нету выгоды? Просто другое дело, там не представлено. Никто до сантиметра, там, до рубля не посчитал. Я хочу спросить одну вещь. Здесь все, кто сидят, слава богу, никто здесь никого не обвиняет, что кто-то больше патриот или кто-то меньше. Мы не для этого здесь. Просто есть разные мнения. Мы говорим, что сегодня мораторий не нужно. Но кто-то говорит, что сегодня можно начинать. Никто здесь не говорит, что кто-то лучше, кто-то хуже. Никто не говорит. Но у меня один вопрос. Скажите мне, пожалуйста, когда человек строит... Вот сейчас начинать. Я спрашиваю, когда человек строит вип-жилье,
ВИП-жилье, которое стоит, извините меня, по московским меркам. Так. Зная о том, какая покупательная способность населения у Абхазии. На что он рассчитывает, я хочу спросить. На зарубежных абхазов. А? Все. Значит, зарубежные абхазцы его и купят. Вы знаете, что вот я процитирую Олега. А это Домения. говорит о другом, дорогой мой Валера. Чтобы пролоббировать этот вопрос в очень небольшой маленькой стране, пролоббировать этот вопрос, чтобы, как говорится, решить эти вопросы. Вот о чем идет речь. Вот что Асида говорит. Мы должны учитывать тот факт, что интересы многих граждан часто не совпадают с интересами государства. Олег Домения говорил как-то на круглом столе вот по поводу того, что у тех людей, которые имеют какую-то недвижимость, там занято это или вновь построено первичное жилье, не знаю, да, у них есть свои интересы, и они это лоббируют, и вы все об этом, естественно, знаете. И не только вы все мы тоже знаем, мы наблюдаем. Следовательно, должен быть разработан какой-то закон. Я просто никак не могу вот следующую мысль как-то провести. Вот ответ такой хотелось бы получить. Вообще, в принципе, вы согласны с тем, что закон о продаже недвижимости, вот закон, он должен быть, правда? В этом Не законе сегодня. может быть запрет. Правильно? Не Но, сегодня. А можно, пожалуйста, чтобы мы его начали Правила уже должны обсуждать быть сейчас? Вообще, у нас же правовое государство. Ну, чтобы Нет, дальше подождите, как-то закон двигаться. должен Сегодня- быть. Валера, Можно закон другие. должен быть. Конечно, закон должен быть. Нет, Валера, Он и нет. сегодня должен быть. Но в этом законе кто сказал, что обязательно должно быть написано, что мы открываем рынок недвижимости Совершенно иностранцам? правильно, это уже Мы можем второе. запрет там Давайте наложить, но закон давайте мы пусть наведем будет. порядок в своем Да, рынке. Я пусть просто вот Валера, я Батал с вами меня не убедил, согласен. И что у если нас мы нормальный сегодня рынок. разработаем этот закон, мы его потом примем. Вы его Есть- сегодня не мы в не 95-м разработаете, Да, году, время в 95-м закона, в году котором написано, что сказали, иностранцам что нельзя нет, продавать. и отложили и забыли. Мы пока не готовы. У нас законы, у нас очень хорошие законы, но не все эти законы работают. Нам не нужно принимать то, что не работает. Мы пока не достигли того, чтобы наши законы работали везде. Мы должны достигнуть очень больших результатов в плане правоохранительных органов, в плане привлекательности нашей страны, в том, чтобы, как говорится, люди сюда приезжают. У нас туристическая страна. Может сегодня человек приехать в Абхазию, поставить машину, не закрыть и уйти? Может. Не может. Другое Вот. дело, какие Другое. последствия. Мы должны достигнуть больших результатов в этих областях, а потом уже прийти к другому. Мы начинаем просто не с того, мы говорим. Я так думаю, что Асида согласна, я тоже. Я думаю, что и Нугзар Арнольдович и так далее, что давайте сегодня этот вопрос отложим. Вот как был, отложим. Пусть там в парламенте решают, вопросов нет. Ну, это, нет, обсудили, хорошо сказали. Это Да, моя да. точка зрения. Вот Так, закон это ваша для чего точка нужен? зрения. Так Да, можно, пожалуйста. Для чего закон нужен? Вот то, что говорила Асида, где-то же должно быть прописано. Поэтому что должно быть? Где-то должно быть. Если мы закона не сделаем, правила не разработаем, а как идти? Нужен кадастр, нужны другие дела, нужны запасные земли запаса, какие-то земли будущих поколений. Это должно быть где-то расписано. Подзаконный акт есть же, который Нет, запрещает. законы- Он есть. Нет, Все. за- Он запрещает. Нет, Нуриевич. постановление правительства это всего лишь постановление правительства. Согласен. Понимаете? Закон должен Это быть, не которым закон, будет это подзаконный акт. Вы хотите, чтобы парламент принял решение? Да, пусть Да, принимает ну, решение Да, парламент. пусть подтвердит Да. постановление 95 Или Говорит. постановление подтвердит, это другой вопрос. или поэтапно, пусть распишут поэтапно, что должно быть. Мы к чему-то должны идти. Перспектива должна быть у людей. Но- У людей, те, но- которые но- занимаются Никто не говорит, бизнесом, что- строят. Пожалуйста, пускай Базу строят надо доступное заморозить, жилье. понимаете? Никто об этом Пускай не строят говорит. доступное жилье Это для наших естественный граждан. процесс, и, конечно, А он кто будет должен строить? С развиваться. этого нашего бюджета? Почему с бюджета? А Тот с чего бизнесмен, будешь который доступное строит жилье VIP-жилье, строить? пускай он строит доступное жилье для чего? другого бюджета. Он получит не Нуриевич, за счет сверхдоходы, чего а будет? другие доходы. За счет чего будет? За он счет доступный? продажи жилья. А за счет какого жилья? Так нет, я же говорю, вы говорите, VIP-жилье строят. Пусть построят то, которое население в состоянии Вы когда купить. Нет, говорите- я не говорю о вип-жиле. Вип-жиле это был отдельный пример. Ну. Жилье надо все-таки строить. никто не против. Вы посмотрите наши убогие города. Да, Согласен. с учетом всего, что было сказано, надо этот Ни один отрасль инвестор не развивать. ушел в Ачимчирах строить или в Ткварчале, ничего кто. Все строят в Сухуми. Лучшие Давайте места. законом понимаете? отрегулируем тогда. Давайте Начнем же, с да. Ачимчиры. Нугзар Вы Нуриевич, знаете, я когда вы хочу говорите просто... о том, что... Ахра, можно 2 секунды? пожалуйста. Дело в том, что вот когда вы говорите, пусть будет закон, но на самом деле у нас в стране
очень много неплохих законов. Например, я недавно, мы у нас столкнулись, законы не любят, изучали я знаю. закон об историко-культурном наследии. Я изучала вот этот закон. Я, когда изучила этот закон, я думаю, прекрасный закон. По этому закону мы должны были сохранить все объекты на территории Абхазии. Вот такой прекрасный закон. Но из-за того, что закон существует, а нету института, который это реализовывает. Нет механизма реализации. 20 лет, Нугзар Нурьевич, нет механизма реализации этого закона. И что говорит, можно я договорю? Дело в том, что, и что произошло? За 20 лет у нас даже реестра нет памятников, да? Реестра нет. Нет, он еще не готов. Не по всей Абхазии нет. За 20 лет. И мы говорим, пусть будет закон. Но если на самом деле у нас не будет механизма реализации этого закона, а что это значит? Это значит, что у нас будут целые институты работать. Да? Или же у нас как? Есть министерство, как Министерство образования, здравоохранения, а закона нет. А министерство работает. Или есть закон, а его нельзя реализовать, потому что на целом управлении 3 человека сидят, когда должны сотни людей сидеть, чтобы реализовать этот закон. О чем это говорит? Мы примем этот закон, да? А механизм реализации не будет столь подконтрольным. На самом деле государство не сможет обеспечить должного контроля. Это означает, что вот здесь будет очень много скрытых форм, да, продажи, когда коррупция будет вовсю процветать. Вот что говорит. Это говорит о том, что будет закон, а если и он мы не будем исполняться, мысль понятная. Не просто не будет исполняться, не будет. Нет, сейчас запрет. Понятно. Пожалуйста. Дело в том, что вот этот запрет как раз создал идеальную ситуацию для зарабатывания денег чиновниками, потому что запросто любую квартиру, Гагра столько уже проданных квартир. Нет, любую квартиру, неправда это. Что? У меня в доме, в котором я живу, половина квартир проданы. Виталий, вопрос, они законно проданы? Незаконно. А если они незаконны, так потому что вот государство всегда может вернуть ее. Если ты один раз продашь законно, ты никогда не вернешь. Так вот он и делает. Одну секунду. Пожалуйста, давайте пусть Виталик выскажет, что он меньше всех говорит. Дело в том, что это говорит. идеальная ситуация для наживки. Потому что у нас запросто можно оформить, как это, 2 схемы там есть. Делают дарственную на эту квартиру. И все, человек становится владельцем. Фактически, я не знаю, Нет, он не может продавать эту программу. Зачем он купил уже? Виталий, возможно. Вот я вам специально принес. Вы говорили, я молчал. Да, ну, пожалуйста. Дело в том, что фактически по-любому здесь нужны какие-то правила, какое-то законодательство нужно, не только запрещающее. Вот сейчас вы приняли закон об этих... Я вообще всегда был против этого закона. Об экономических зонах? Да, потому что я считаю, это не нужно такие законы. Нам вообще никакого экономического эффекта от них в результате. Во всей истории несколько случаев положительного эффекта от этих зон. Остальные там все в конце превращаются в офшоры. Но бог с ним. Вы приняли. Вот сейчас это для чего? Для того, чтобы привлечь инвесторов, да? Для инвестиций. Потому что для того, чтобы любой иностранный инвестор, придя, он должен иметь возможность и жилье, он должен жить где-то. Он резонно поставит вопрос о жилье. Пусть снимает. Нет, почему снимает? Он хочет купить. Почему бы нет? Ну, если он захочет купить, почему он не должен купить? А у нас в стране такой закон, что мы не продаем. Да. Тогда он не придет. Иди в Америку, получи гражданство. Тогда он не придет. И что? Что ты с Америкой нас сравниваешь? Мы же хотим привлечь инвестиции в эти зоны. Можно сегодня... У нас закон об инвестициях, я хочу тебе сказать, Виталий, был один из самых прогрессивных постсоветском, но при этом никто не пришел с этим инвестициям. Нугзар Нурьевич, вы прекрасно помните, где было написано, что если ты более 100 тысяч долларов вкладываешь, как говорится, ты на 100%, как говорится, не платишь налог с прибыли с момента объявленной прибыли. Нигде в постсоветском пространстве не было такого. Но инвестор не пришел. От того, что ты примешь закон, как говорится, не значит, что он прибежит. Батал, знаете, мы в общественной палате, Сократ Ратьевич говорит, скажите, пожалуйста, вот что бы способствовало такому благоприятным условиям, чтобы создать благоприятные условия для инвестора? Что нужно сегодня в Абхазии? И наши члены общественной палаты стали перечислять. Нужно, чтобы суд был, не было коррупции, чтобы криминала не было. И такой список получился. И там
вообще не было закона о продаже недвижимости иностранцам, да? То есть это не способствует инвестиционному климату, абсолютно. То есть не нужно как бы вот связывать эти вещи, мне кажется, абсолютно не нужно их связывать. Вот закон о продаже недвижимости иностранцам. Мы все время говорим о том, что продавать, что нет. Много раз уже упоминался в этой передаче тоже. Может быть, есть какой-то смысл определить какие-то, вот ты говорила, и в этом есть действительно какая-то целесообразность, определить, что у нас есть, что возможно представить как объект продажи вообще кому-то. Какой-то, вот шла речь еще о том, что жилье можно определить нашим законом. И вот правильно говорят о том, что закон все-таки должен определить, что в этом направлении происходит. Жилье не продавать, понимаете, но есть какие-то объекты, в том числе и коммерческие объекты, которые не под силу нам будет. Пожалуйста, никто не запрещает. Да, может быть, это можно. А это но можно. это должно быть в законе оговорено. Слушайте, сегодня это можно, Валера, вы просто не в курсе. Пожалуйста, продавайте заводы, предприятия, нет проблем. Жилье. Это все же остальное, Все остальное можно. Валера, а вот скажите, пожалуйста, как Значит, можно, жилье надо запретить вот как тогда, можно если вы считаете, проконтролировать, как когда можно. вот многие вот тоже наши как бы оппоненты говорят о том, что если мы будем продавать, то есть это, ну, иностранцы будут покупать, их деньги в казну, как бы, да, в бюджет, налоги И и люди прочее. наши заработают, На не самом забывайте об деле, этом. вот при нашей системе, да, контроля и так далее, как это можно? У нас невозможно, вот у нас нету... потому что у нас государства нет, если минутку, давайте признаем, что у минутку. нас государства У нет. нас- Почему Зачем нету вообще государства? Можно я... Это контролировать не можем, то контролировать не можем. Да, да. Это постановление работает, значит мы все контролируем. Работает, Ну, правильно. А что взяли, что мы ничего не можем Кто все сказал? контролировать? Это ты к ней Не, говори, я нет, только скажите, говорю. пожалуйста, у нас граждане наши, граждане наши декларируют доходы. Граждане наши декларируют доходы. У нас нет такого. Есть У нас такая нет- У нас норма. нет обязательного А вот декларирования посмотрите, себе. что происходит. В любой другой стране, да, человек что-то продал, ну, уже, и это через банк Это не происходит. обязательно, Сида. Может быть, мы решили в этой стране не декларировать. Не Это декларировать. наше право. Нет, нет, Что ты это минуту. навязываешь А вот каких-то посмотри, людям? я навязываю, потому что если я Это тебе так кажется. продаю жилье, я могу продать за 5 миллионов. А как это обычно Ты сейчас хоть- у нас в стране делается? Приходят, договариваются с нотариусом, нотариус оформляет на 150 тысяч. Что попадает в Не казну? с нотариусом договариваются, они между собой договариваются. между собой, И с объявляют нотариусом. нотариус. И Да, с да. нотариусом Запрет. тоже. И с Это нотариусом тоже. И какая сумма попадает в наш бюджет? Послушайте, когда вы Нотариус, говорите, это всё извините, же товарищи, запрета. давайте так, вот Что? когда мы Всё когда же- все про те же конкретно действия говорим, мы происходят. должны конкретно Просто говорить. государство от этого ничего не имеет. Ну потому что у нас Все много те чего действия, не за которыми мы боимся, отрегулировано. происходят, а государство от этого Понимаете? ничего не имеет. Послушайте, речь идет о чем? О том, что необходим закон, который бы регулировал все то, о чем вы здесь говорили. И те опасения, которые существуют, Совершенно и те преимущества, которые Но может это дать не это этим дело. законом всё Одну это секунду. регулируется. Значит, вот просто тут мы сейчас обсуждаем, саму тему продажи недвижимости. И каким образом можно подвинуться к тому, чтобы вот этот вот сегмент, он стал бы в нашей экономике тоже какой-то прибыльной статьей. Ну, если это может быть. Дело не Понимаете, в этом. конечно, Вообще, нужно ни думать у кого об этом. нет Кстати, никаких появление проблем по этому этого поводу. закона сподвигнет вообще к действию властей, в том числе, может быть, некоторые вещи будут уже как бы более активно Слушайте, мы приниматься, продаем понимаете? заводы, А что, предприятия, каким никто их не покупает. Не, ну подождите, вы говорите, земельного кадастра нет, теперь беда. Послушай, кто сказал? Давайте перестанем строить. Я не понял, кто сказал. Так вот вы, вот, ну, Чума, это не надо вы, ты конкретно, мы здесь каждый за простите, себя Батал говорит. Иванович. Но я еще раз говорю, говорится, кадастр тут ни беда, при на чем. самом деле, Предприятия что очень мы плохо, что продаем. так продаем. Кто-нибудь купил эти предприятия? Много их купили? Много сюда в Абхазии инвестиций? Где? Чего все Ну, если уперлись мы- в это жилье? У всех Да это, никто потому не что это, уперся, потому что да. это дешево. Эту тему Нет, просто Батал, никто дело не в том, уперся. что Вчера есть мы у нас обсуждали граждане, другое. которые по 10 квартир заняли. Правильно. И они хотят на этом сегодня заработать. И мы хотим им поспособствовать. Всего в лишь. этом. Вы поспрашивайте людей вообще. Но может быть, на- эти И есть еще можно. земли, На самом может, деле, заняли. На вот самом смотри, деле то, это что все Асида говорит, присутствует. Валера, вы говорили по честно говоря, поводу не очень мошенничества понятно. вначале. Мы говорим, Да. Что у нас если много можно. мошенничества, извини, Ну, пожалуйста. не знаю, мне, например, Я вам хочу говорили о бумагу том, что оставить. Вот в суде Таиланде полным нельзя делом. покупать землю и нельзя покупать дом. Ты можешь, иностранец может купить всего лишь в кондоминиуме, то есть в кооперативном доме, если 50% жилья принадлежит тайцам. Это многомиллионный народ, который боится, что иностранцы скупят все. Так вот, вот здесь схема дается. Все-таки как можно это обойти и что-то купить в Таиланде? Это официально, как говорится, не... Это везде в мире, как говорится.
Послушайте, всегда есть. Батал, конечно, эти опасения есть, это оно всегда есть, и воровство все время присутствовало, и мошенничество присутствовало, но мы же хотим как-то, чтобы эти статьи минимизировались, правда? На самом деле, вот, например, принят у нас сейчас закон об инвестициях. Принят же закон? Принят, да. Но вы посмотрите, какое разное представление о том, что этот закон собой является. Одни говорят, что он совершенно бестолковый и даже ущербный. Другие говорят, что наконец-то что-то определилось. И теперь уже идет дискуссия по поводу того, что собой представляет уже принятый закон по инвестициям. Вот для того, чтобы потом не было чего-то недоговоренного, я думаю, что закон о продаже недвижимости, он тоже должен обсуждаться. И все ваши предложения должны быть учтены, все соображения тех, кто вот с этой стороны высказывался, с разных сторон, я так буду это определять. Никто не говорит о том, что мы не обсуждали закон. Ну вот я такие нотки тоже слышал. Я что хочу сказать? Мы Можно я уже говорю? час Извини, 15 пожалуйста. минут, можно? Валера, извини, пожалуйста. Час 15 минут я хочу предупредить просто, что долгое время в эфире, час 15 минут. И нам нужно будет как-то уже подводить итоги, пожалуйста. То, что сказал Нукзар Нурович, и потом коллеги повторяли. Никто ведь не говорит, что наша нормативная база должна застыть. Естественно, ее надо развивать в каком-то определенном направлении. Возможно, на смену постановления правительства, отчасти устаревшие, должны приходить или новые постановления, или законы. Это как бы никто не оспаривает, это нормально. Другой вопрос в том, какие узловые моменты в этих законах мы готовы сегодня принимать или не принимать. Никто не говорит, что в каких-то странах есть нормы, которые позволяют продажу жилья иностранцам, даже это приветствуется и так далее, и так далее. А в некоторых странах нет. Мне кажется, это связано с тем, что эти страны опасаются какие-то свои экономические, социальные, демографические и прочие вот эти интересы. То же самое у нас. Никто не говорит, давайте не будем развивать законодательство. Речь идет о том, что давайте не будем включать пункт о продаже жилья не коммерческого, а именно жилого иностранным гражданам, потому что чревато определенными проблемами в будущем. Если мы, как вы, Нукзар Юрьевич, сказали, что остановим строительство, да, если надо, вообще остановим. Если мы будем идти на поводу у какой-то группы, пускай даже и бизнесменов, то, знаете, я боюсь, что у нас никакой политики не получится. Будете строить, а когда все закончится, дальше тогда что? Когда закончится, еще построим. Это не аргумент. На чем? Это не Где? аргумент. Давайте мы подведем, раз уж Ахра начал говорить об этом, мы будем все-таки подводить итог нашей передачи. Но первое, это то, что вот не просчитаны, пока и не представлены никем, совершенно верно, экономические выгоды, которые принесет вот закон о продаже недвижимости, кто его продвигает и кто хочет, чтобы это дело как-то законом регулировалось, значит, пока еще этого не представили. Другое дело, что есть еще возможность определить, что можно продавать, что нельзя продавать. Нужно организовать, я не знаю, наверное, какой-то учет по этому поводу. Хотя вот Батал говорит, что этот учет есть, и все у нас организовано в этом смысле. Но вот у меня, я должен признаться в том, что у меня сложилось впечатление, что учета никакого нет. То есть учет он какой-то есть, но не тот, который необходим для того, чтобы действительно все было вот в порядке. Многие вопросы, о которых вы здесь говорили, да, есть те, кто лоббирует, и у них есть какая-то недвижимость, я имею в виду жилье, и действительно это лобби, может быть, как-то представляет свое мнение, но мы все об этом знаем, и это тоже можно предусмотреть и как-то отстранить, правда, если это необходимо. Да, демографическая ситуация, она тоже присутствует. Опасность для нас в этом смысле есть. Но от того, что не будут продавать жилье, я думаю, демографическая ситуация в лучшую сторону не увеличится наше население. Я так думаю, может быть, я тоже не прав. Но вот эти все моменты, которые можно и нужно будет обсудить, и если идет речь уже о законе, а я так понял вообще по тому, как проводятся круглые столы, что идет разговор о том, что этот закон необходим. Потому что он как бы влияет на развитие нашей экономики. Кто сказал, что это значит, обсуждать это нужно. Мы не говорим, что он нет. Все правильно. Слышали, это было обсуждалось, что мы обсуждаем какой-то закон, что он кем-то подготовлен, что он нужен. Все не говорят, выдавали, закон о продаже недвижимости, а закон о продаже жилья иностранцам. Нету такого закона. Это обсуждался, можно мне сказать?
Никто не обсуждал. Нет, Вот это как раз просто мы и говорим, что об определенные этом люди идет лоббируют. Нет, разговор. кто-то вел черновики закона, Своими, кто-то да? представлял вам какие-то там статьи и так далее. Ну вот как раз сейчас идет Не первоначальная говорите того, стадия. чего нету, пожалуйста, во-первых. Нет, чего нету? Есть разговор о Не том, что выдавайте идет желаемое продажа... за действительное. Нет, одну секунду. Многие вообще, вот если вы поговорили бы еще с людьми... Я говорил с достаточным количеством Ну людей вот я на тоже разных говорил, уровнях. я вам должен сказать, что знаю, многие о чем я думают, говорю. что идет разговор исключительно Может, вы о это не законе знаете, продажи жилья. Вот такой вот идет разговор. Иностранцам. Закон о продаже жилья иностранцам. На самом деле Слушай, закон, возможно. этот закон, Но да, реально такой работы нету. Нет, закон ну, понятно, о продаже жилья иностранцам это отдельный пункт, который должен быть, наверное, после того, когда мы все свои дела урегулируем. Вот о чем идет речь. Я просто хотел бы, чтобы подвели итог дальше. Отсюда было высказано мнение. Давайте, пожалуйста, отсюда. Я считаю, что согласен, я понимаю опасения многих наших граждан, как бы, да, вот тех, которые здесь озвучивали, но при этом никто не мешает застраховаться от этого теми же законами, другими нормативными актами. Я говорил о квотировании, я говорил о зоне, где можно строить, сколько можно строить, скольким людям можно продать. Все-таки это можно делать, и это все можно в законе о той же продаже недвижимости иностранцам. Это можно о въезде и выезде граждан, то есть миграционными законами регулировать. Сколько может гражданин другой стороны иностранной здесь находиться, какое количество дней и так далее, и так далее. И еще есть у нас закон о гражданстве. То есть вот это я хочу, чтобы люди поняли, что все-таки многие думают, что приобретение жилья дает некую как бы возможность в первоочередном порядке как бы потом претендовать на гражданство. Я хочу сказать, что это совершенно разные вещи. Нет. Это не так. Поэтому, то есть, нет, ну, Батал Иванович, некоторые в самом деле граждане, когда разговариваешь, они вот как-то туда, вот, их не мысли вот клонятся туда, вот. И если все эти механизмы, как бы, сделать так, чтобы заработали, если застраховаться от этого, от этих всех делов, то я думаю, что этот закон имеет право на жизнь, просто может появиться. Мое мнение. Когда? Пожалуйста. Итог подведем. Тами уступай потом. Пожалуйста. Мне кажется, на самом деле, для меня, конечно, этот вопрос преждевременный. И не надо думать, что вот этот один закон, да, о продаже недвижимости может регулировать, да, все вопросы, которые за 20 лет мы не смогли сделать. Да. Нет, не один закон. И на самом деле эти законы, все другие законы, многие законы, которые напрямую связаны с законом о продаже недвижимости, они должны быть отрегулированы вообще для нормальной, да, жизнедеятельности в стране, когда государство берет на себя ответственность за все, что происходит. Но я что бы хотела сказать? Я считаю, что вот те люди, которые лоббируют, да, этот вопрос, и все, которые считают, что сегодня мы должны уже об этом думать, чтобы они изучили мировой опыт. Вот Батал тут говорил об этом. На самом деле очень развитые страны, с высоким уровнем, да, вот как бы контроля со стороны государства за этим вопросом, за продажей недвижимости иностранцам, со всеми вот там, не знаю, уже готовыми законами, механизмами реализации этих законов, они вводят очень серьезные ограничения. И значит, это, во-первых, они вводят прежде всего исходя из национальной безопасности страны. Из национальной безопасности. А вот в понятие национальная безопасность очень много чего входит, компонентов, да? И мне кажется, нужно вот все это расписать, что значит для нас национальная безопасность, и вот как вот этот закон может как бы быть опасным для нас. И что еще самое важное? Вот вы говорите, зачем гражданам и так далее. Во многих странах наоборот. Они не хотят, например, чтобы жилье, да, вообще недвижимость была продана иностранцам как вторичное жилье, как дачные там и так далее. Они считают, что это не в интересах государства. Поэтому они чаще продают резидентам, да, с видом на жительство, потому что это... Вот эти вопросы надо изучить. Когда сегодня говорят, надо не гражданам продавать, а почему не гражданам? Может, для бюджета страны экономической выгоды, может, они должны жить здесь, и это может для нас... Это вот нужно все изучить. У меня такое ощущение, что... Не ощущение, а вот как бы я убеждаюсь в этом, что этот вопрос не изучен теми, кто это лоббирует.
И очень важно, чтобы мы понимали, что вот и Батал об этом говорил, я тоже много читала. Есть, вот, например, я в Общественной палате тоже говорила, такая вот Лихтенштейн, в Евросоюзе и все. И у них очень серьезные ограничения. Они запрещается продажа недвижимости иностранцам, если это не резиденты. И почему Евросоюз, как бы члены, да, Евросоюза, страны члены Евросоюза, они как бы имеют свои договоры, но они согласны с этими ограничениями этой стране, с национальным законодательством, только потому, что это маленькое государство. Да. Только исходя из национальной безопасности. А мы так говорим. Мы об одном и том же говорим. Да. Нет, мы не об одном и том же. Это страна, которая все, у них и законы, международные стандарты у них работают. И они не защищены, понимаете? И они не защищены. А у нас и законов нет, и стандартов нет, и международных этих, и мы считаем, что мы готовы. Асида, под каждым вашим словом подписываюсь я. Я так думаю, что все тоже то же самое. Замечательно. Под каждым словом вашим. Все верно. Более того, у нас есть свои национальные особенности, знаете. Да. И, может быть, некоторые опыты наиболее удачные, такие в ограничениях, или наоборот в либерализации, да, может быть, они где-то и существуют. Но наши национальные особенности тоже нужно учитывать. И, конечно же, мы без учета этих особенностей наших никаких решений принимать не будем по законодательству. Пожалуйста, Нурзар Нурович. Вы знаете, я немножко задумался. Я думаю, наши телезрители тоже задумались. Над тем, что Апсу Аусерхот ухыл паршный рыловцар загягутся свой. Мы все это, конечно, очень внешне выглядит хорошо, что мы обсуждаем такие вопросы, различные представители различных политических, неполитических, в общем, секторов, и собираемся, обсуждаем хорошо. Но я бы, конечно, желал бы, если такой вопрос есть, есть у нас руководство страны, есть у нас парламент, где должны разрабатываться какие-то, комиссии создают, возможности есть, бюджетные и другие. Лучше бы изучили бы вот то, о чем мы сегодня здесь говорили бы, все изложили бы в чем-то. Потом бы дали нам обсуждать. Была бы тема для обсуждения. Мне кажется, мы вопрос это начинаем как бы с конца, а сначала. Я очень немало лет проработал в парламенте, мы так делали. Но извините за жаргон, мы делали рыбу какую-то, отдавали обсуждать. Иногда полностью, начиная от названия, Виталий, да, менялось все. Но было что обсуждать. Мы сейчас что-то обсуждаем, о чем-то говорим, свое мнение говорим, конечно. А у нас рыбы нет, одна хамса. Да. Один хвостик у нас. А в целом, я за то, чтобы во всех делах был порядок и правила. Поскольку мы правовое государство строим, правила должны быть разработаны. Даже те, которые запрещают, они должны быть правилы. Тогда не будет говорить, это постановление, это то. То есть лазеек много будет. Сегодня прекрасно наш народ понимает, видит, что негативщины вокруг продажи жилья очень много. Очень много незаконных вещей. Я имею в виду продажа иностранным гражданам. Иностранец виноват, наш какой-то чиновник виноват. Мы создали почву для того, чтобы здесь было много негативщины. Я за то, чтобы были определенные правила и чтобы как можно меньше негативщины было в этом. А так, все, что касается здесь врагов нашего народа, нашей страны, нашей нации нету, все патриоты. И я думаю, что все правду говорят и от души говорят. И я тоже говорю. Мой дед враг народа был. Ну, это нас тоже много раз называли. Это как-то на вас сказалось? Не знаю. Еще не вечер. Пожалуйста, Батал. Дело в том, что моя точка зрения такая, я выскажу кратко. Сегодня есть постановление, которое действует, и Джума со мной согласен. Это постановление худо-бедно работает. Есть запрет на приобретение жилья.
Я лично считаю, что это мораторий, который введен на сегодняшний день, должен пока лежать хотя бы ближайшие несколько лет. Не факт, что если завтра, предположим, весь остальной мир нас признает, что мы это отменим. Может, мы еще больше ужесточим. Такое тоже может быть. Поэтому сегодня закон есть, подзаконный акт, неважно, он работает и так далее. Тот, кто на свой страх и риск приобрел жилье через нашего гражданина, через какое-то подставное лицо и так далее, это его риск, это его право. Рискнул, это его дела. И если же есть нарушение и незаконное есть приобретение жилья, ее всегда можно отменить. Так что это тоже есть. Никаких вопросов нет. Что касается как инвестиционной привлекательности страны, проблем нет. Жилье не является инвестиционной привлекательностью. Во многих странах мира вообще запрещено даже сдавать в аренду. При перепродаже жилья, как говорится, берут 90% прибыли, если вы в течение 3 лет продали в Германии жилье. То есть там это, Асида правильно сказала, это там, где есть ограничения, где закон работает очень жестко. При нашей слабости и неисполнительности закона лучше это дело не трогать. Потому что мы можем открыть ящик Пандора, непонятно к которым приведет. Это моя точка зрения. А то сейчас говорить, что кто... И потом, какую мы страну хотим построить? Мы маленькая страна, нас очень мало. Мы должны построить с социальным уклоном страну. Самым первым и важным человеком в этой стране должен быть наш гражданин. И мы должны подумать об одном. И о маленьком, и о большом, и о завтрашнем ребенке. Чтобы у него было жилье, и наш гражданин должен жить на самых лучших местах, в самых и так далее, и все преференции должен он иметь. Все остальные, добро пожаловать, проблем нет. Батал. И Абхазия должна остаться абхазским государством. Моя точка зрения такая. Правил. Можно для иностранцев в другом же месте построить? Мы же не говорим, мы же говорим... Я не сказал, что надо кого-то гнобить. Я сказал, что преференции, и это правильно. Вопросов никаких нет. Но наши, потому что у нас завтра, вы говорите, студенты, у нас завтра, говорится, много вопросов. Дети рождаются, им нужно жилье. Жилье это главный вопрос. Негде жить, уже снимают. Сельские жители, я, например, извините, наполовину сельский человек, у меня соседи есть и так далее, их дети поступают в институт, где они будут жить? Новое строительство позволило бы этот вопрос решить. Я не думаю, что на сегодняшний день новое строительство, сегодня, как говорится, рынок жилья формируется, исходя из покупательной способности. Джума, ты экономист, лучше меня знаешь. Покупательная способность такая, значит, жилье стоит такое. Тихо-тихо покупают, люди продают то, что могут. И пусть строят то, что могут продать. Я прошу извинить, все. Все понятно. Ну, вот мы такой итог подвели, в общем-то. Я думаю, что тех, кто за, или тех, кто против, мы их не переубедили. И тех, и этих. Мнения, я думаю, изменились. Я тоже хочу пару слов добавить. Я считаю, что вот этот разговор по-любому полезен был сегодня. И выявил многие такие... Видимо, раз мы сюда собрались, это в обществе ходит, да, эти споры. Ну, да. И вот мне понравилось предложение Нурзара Нуревича. Я думаю, это власть должна заняться этим вопросом серьезно и поставить все точки над «и», создать какую-то группу в парламенте или в правительстве, исследовать это реально. Все эти проблемы, связанные с жильем, исследовать по-настоящему, как цену вопроса определить, все страхи выявить и потом предоставить на обсуждение в парламенте, чтобы это было транспарентно, чтобы мы все видели и понимали, что здесь никаких угроз нет, или так, или так. Но эти разговоры именно власть должна прекратить. Я считаю, это нормально будет, если вы это не на голых этих, не так вот, как мы сейчас говорили. Да, не на ощущениях. Надо любой вопрос может быть исследован, досконально изучен профессионалами. Слава Богу, у нас есть профессионалы и в правительстве, есть и общественная экспертиза. Все это надо как-то аккумулировать, исследовать и закрыть эту тему раз и навсегда, чтобы больше ни на улицах, нигде и таких круглых столов не проводилось, как мы сегодня, а проводилось все по итогам этого исследования. Собрались какие-то люди,
И потом, я не знаю, может быть, на этом и закрылось бы это. Может, и сказали бы, нам не нужно Да, продавать что? недвижимость иностранцам. Не, я должен сказать, что вы хорошо начали. Вообще, когда вы сказали, что такие беседы необходимы. Нет, я говорю, такие, это мы, в принципе, мы же ничего просто... Закончили тем, что нужно закрыть вообще все эти разговоры. Бестолковые немного. Да, я сейчас хочу прояснить ситуацию. Так нам стоит продолжать такие беседы или нет? Нет, беседы по-любому для этого эта студия создана, все должны свое мнение высказать, но все должно быть профессионально. Эту тему надо изучить профессионально и закрыть эту тему, чтобы она не будировалась. Я, например, не видел никаких лоббистов где-то что-то, не знаю, я не сталкивался с ними, кто бы лоббировал. Но на самом деле... Сказать, если можно. Я вот, не знаю, наверное, мы не сможем все-таки, Виталик, окончательно избежать, чтобы само общество время от времени генерировало какие-то вопросы, поднимало его и так далее. Это отлично. Даже если у власти есть такое или такое мнение, все равно общество будет это предлагать, выносить на поверхность. Другое дело, что это общество не надо путать с группами по интересам, которые продвигают те или иные проекты. Вот в этом случае я с вами совершенно согласен. У власти должна быть четкая и однозначная позиция. Если вот как бы резюмировать для меня то, что я вот очень много полезного услышал, во-первых, мне кажется, что вот тезис о том, что раз у нас что-то не работает или работает не вполне законно или по каким-то серым схемам, давайте, теперь сделаем, чтобы эти серые схемы были законны. Мне кажется, неправильный путь. Если у нас что-то незаконно, этому незаконному надо противостоять. В суде надо Разговор о том, чтобы легализовать эти серые схемы, не было. Делать это какими-то легальными вещами. Это первое. Так это у нас далеко заведет. Знаете, у нас есть проблемы там, и с оборотом оружия, наркотиком, чего угодно. Такие вещи легализовывать нельзя. Это не аргумент. Второе. А кто делал это аргумент? Просто напомни мне, пожалуйста. Когда мы говорим, все равно... Кто аргумент этот привел, пожалуйста, чтобы я знал, кому обратиться? Я объясню, почему этот аргумент привел. Потому что даже здесь, в нашем сегодняшнем застолье, мы неоднократно говорили, все равно через кого-то оформляют, чего через поставных лиц, все равно процесс идет. Да. Давайте уже сделаем что такое, чтобы он нормально шел. Нет. Это его риск. Если мы сделаем, чтобы нормально, это вместо вот такой вот щели в двери будет полностью открыта дверь, и мы неизвестно, с чем столкнемся. Это я тебе объяснил, почему я сказал. Да, это Второе, ты телезрителям объяснил. В том числе и тебе. Об этом Второе, не что вообще. хочу сказать. Конечно, все мы согласились, что мы пока не услышали и не увидели, вот даже на стадии очень первичного обсуждения там, со стороны общества или каких-то групп экономических обоснований. Когда этого не слышу и не вижу в цифрах, я вообще не готов что-либо обсуждать. Тем более то, что сегодня представляет для меня достаточно серьезную угрозу национального характера. Когда к вам покупают жилье 10 тысяч человек, у вас население 10 миллионов, это не проблема. Но когда вас покупают 10 тысяч человек, у вас население 200 тысяч, это проблема. Говорим же про квоты. И что касается парламентских обсуждений, ради Бога, если хотите, мы можем создать рабочую группу. Но я сегодня не вижу ни политических, ни экономических, ни каких-то других причин, по которым этот вопрос мог бы серьезно встать на повестку дня в Народном собрании. То есть сам вопрос стоит, в обществе обсуждается, но вы не видите никакой целесообразности обсуждения этой темы. Так? Я понял. Мы можем обсудить, но когда вы создаете рабочую группу, вы готовы продвигать какие-то идеи в этом направлении. Я считаю, что сами идеи, они не идут ни из экономических, ни из политических интересов. Это интересы определенных групп, уважаемых. Ахра Юрьевич, я я сначала сказал, помните, Тимур Гуля как-то привел пример. Более сотни человек было опрошено в Гагарском районе. Значит, их мнение, как в принципе, мы игнорируем. Я хочу вам привести... Да. Они... Согласен с вами, Георгий Грецкевич. Я вам другой пример приводил. Но это люди, обычные люди, у которых, возможно, дед подарил, может быть. Но когда я приехал... Он еще одну имеет. Эту хочет продать в новом доме купить. Грузинский дед подарил. Георгий Грецкевич. Хорошо, давайте грузинам вернем тогда, если хотите. Когда я приехал на ПСО, ко мне таксисты подошли и сказали, это правда, что мы присоединяемся к Российской Федерации? А куда этот факт? Я просто говорю, как есть. Слушайте, это правда? Зачем утрировать? Не то, что утрировать. Знаете как, конечно же, есть люди, которые
исключительно из своих корыстных интересов продвигают. если вы корыстные, А если есть люди, корыстные которые интересы. считают очень искренне, что действительно это какое-то благосостояние принесет нашим гражданам, и что в этом есть какая-то действительно экономическая целесообразность. Другое дело, 78-й раз уже сегодня говорим о том, что об этой выгоде и целесообразности экономической пока нету разговора. Я что хочу подвести тоже итог уже к концу. Мы на телевидении обсуждаем и смотрим, что происходит на неделе. Если эта тема действительно обсуждалась и несколько раз, мы хотим быть первыми, кто ее может принести на такое, на широкое, более-менее широкое обсуждение. Поэтому сделали побольше студию, где будет не только 6 человек присутствовать, а и 8, и даже 12. Мы хотим, чтобы это действительно было таким обсуждением, которое бы приносило пользу. Но, может быть, наш открытый вопрос, передача, которая называется, она не способна сделать этот вопрос закрытым. Но я думаю, что польза от обсуждения все-таки была и для наших телезрителей, и для тех, кто эту дискуссию сегодня вел в нашей студии. И я вас хочу всех, конечно, поблагодарить за то, что вы сегодня у нас здесь присутствовали. Главное, я думаю, знаете, все-таки такого какого-то упорства и такой убежденности абсолютно в своей правоте, я думаю, оно пока находится под сомнением, и поэтому нужно избегать. Потому что есть такое выражение, если постоянно гнуть свою линию, то она может получиться в замкнутый круг. Понимаете, чтобы не получилось так, почему мы обсуждаем эту тему, чтобы вот такого замкнутого круга не было, чтобы мы разомкнулись. А? Спираль тоже может получиться. А спираль это же развитие по Марксу. Поэтому надо сделать не замкнутый круг, а спираль. Да, не замкнутый круг, а спираль. Ну вот как раз будем стремиться к тому, чтобы наше общество знало разные мнения, и эти мнения была возможность быть представленным. С нашими телезрителями будем прощаться. Вечер поздний. По таким вопросам не вызывайте нас больше, пожалуйста. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо всем.